На страницах истории мы рисуем Алаш-Ахана мифическим героем, показываем его как личность, проживавшую в очень далекой древности. Если в начале такие известные казахские историки, как Элкей Хаканұлы Марғұлан и Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, высказывали предположение, что личность, которая нам известен как Алаш-Ахан, вполне может оказаться Шыңғысханом, то позднее они уже уверенно утверждали, что Алаш-Ахан и есть тот самый Шыңғысхан. Если остановимся на мавзолее Алаш-Ахана, то увидим, что его стиль архитектуры соответствует 13-14 векам, и установлен он именно в этот период. Согласно легенде, жена Жошы-хана, хан Бибі, установила мавзолей Шыңғыс-қағану. Говорят, ее слова были такие: «Хоть я и недолюбливала его при жизни и не осмеливалась глядеть издалека на его грозный лик, но подумала, что не годится оставить без памятника того, кто покорил целый мир, и чье имя было прославлено в веках. Поэтому решила, что будет правильно установить над его могилой мавзолей». Так был установлен мавзолей Алаш-Ахану. Тому доказательство кирпич над входом внутри мавзолея, где была надпись «Хан Бибі». Элкей Марғұлан пишет, что позднее этот кирпич исчез куда-то. Еще одним доказательством того, что Алаш-Ахан это и есть Шыңғыс-қаған, является тот факт, что недалеко от его мавзолея захоронен Жошы-хан. В целом, можно смело утверждать, что степи Ұлытау – это некрополь всех ханов казак. Мавзолей жены Шыңғыс-хана, Құлан-ана, тоже находится в этом месте. Если спросите, почему же Шыңғыс-қағана назвали Алаш-Аханом? Во-первых, Шыңғыс-қаған завещал своим потомкам скрыть от всех место своего погребения. Это было его главным требованием. Поэтому мавзолей ему был установлен позднее, лишь спустя какое-то время. Мы приходим к выводу, чтобы не нарушить завет предка и все-таки оставить его место погребения в секрете, имя Шыңғыс-хана было заменено на Алаш, Алаш-Ахан. Алаш – древнее тюркское слово, и в шежире казак означает соплеменники, родственники, братья. Тынышбаев в своих заметках писал, что калмаки, заслышав имя Алаш, приходили в ужас и дрожали, так как считали его жесточайшим убийцей, истребителем не только людей, но и животных. Машхар Жусуп Көпейұлы приводит такой отрывок из Жоқтау в стихотворной форме касательно смерти Жошы-хана. «Алаша-хан, сын твой Жошы-хан, его убил, легнув в Құлан, свершив предначертанное Творцом». В горе и в гневе Шыңғыс-қаған приказал истребить Құланов целиком как вид. Казахская степь по сей день является тому свидетелем. По всей степи были вырыты глубокие рвы, туда сгоняли всех Құланов и всей степи. Так с особой жестокостью был истреблен весь вид Құланов. Эти рвы до сих пор называются Құлан-өтпес, что в переводе «там, где не пройдет Құлан». Видимо, поэтому калмаки так боялись имени Алаша, зная, что Алаш-Ахан и есть тот самый Шыңғыс-қаған, который истреблял не только народы, но и виды животных. Мы знаем, что Әмір Темір велел написать слова на камне на горе Алтын-шоқы в Ұлытау. Там был написан текст такого содержания: «Тот факт, что я пришел к тебе, доказательство того, что я нашел тебя». Уважаемые зрители, предлагаю сравнить изображение Алаш-Ахана, восстановленное известным антропологом Герасимовым, с изображением Шыңғыс-қағана, выполненным китайским художником. Прошу дать свою оценку. Можете ли вы сказать, что это один и тот же человек?